Сейчас я бы хотел попросить Максата. Максат Канушалиев, вы многие, наверное, знаете его. Мы недавно буквально закончили, сейчас заканчиваем еще не сдан проект, который называется 3D Кыргызстан. Но уже подробнее об этом проекте Максат вам сейчас расскажет и покажет. Спасибо, Андрей. Масочку сниму. Здравствуйте, меня зовут Максат Канушалиев. Я являюсь автором и инициатором данного проекта. Называется он 3D Кыргызстан. Я также являюсь гидом, как и вы. Перед тем, как я начну презентацию, хотел бы поздравить вас с окончанием курса. Надеюсь, COVID закончится в ближайшее время, и вы сможете применить все эти знания в нашем нелегком, но очень интересном деле. Спасибо. Проект называется 3D Кыргызстан, как вы видите. Основная его суть заключается в том, чтобы отснять все достопримечательности туристические, ну, либо, во всяком случае, основные достопримечательности, и сделать 3D-тур, отснять их в формате 360, либо VR. Данный проект в основном выполнялся нашим фотографом Виктором Химяевым, он также является нашим монтажером, Андрей Кислицын, я думаю, вы все его знаете, и к нам также присоединился Илья Ниязов, отдельно как бы по каждому из нас, я расскажу немножечко позже. В чем заключается? Также нас поддержал департамент туризма, GIZ, Европарламент и JICA. Это были наши основные спонсоры. Max Tour — это мой интернет-проект, можете потом зайти посмотреть на сайте. По виртуальному туру, получается, будет создана карта, и на карте будут метки и вот такие вот стрелочки. То есть вы сможете посмотреть, вот здесь сейчас плохо видно, но там у нас небольшая лодочка. То есть вы сможете посмотреть воздушные панорамы и посмотреть многие места с земли. Также вот здесь вот карта, нажимаете, здесь будет всплывающее окошко, и вот в верхней части сейчас логотипами закрыто, я чуть позже покажу первую часть проекта, которую мы сдали. Там будет распределение по областям, потому что когда мы сделали карту, она стала немного перенасыщенной. Также, если у вас есть очки виртуальной реальности, либо вы планируете их приобрести, они выглядят вот таким вот образом. Их бывает несколько видов с наушниками, без, для телефона, либо для всяких игровых приставок есть со встроенным монитором сразу. И вы сможете пройтись по всему Кыргызстану полностью. Дальше. Этот проект будет размещен в первую очередь на страновом сайте discoverkyrgyzstan.org, также на сайте Департамента туризма Кыргызской Республики при Министерстве культуры, информации и туризма. И будет также загружаться на Google карты раздел Street View. Как заходится Street View? Вы заходите в Google Maps, открываете, берете вот этого человечка, который в нижнем углу, перетаскиваете его, и все доступные места появятся точки. Если вы посмотрите, сегодня можете для интереса зайти посмотреть, вы увидите то, что многие места сняты буквально на телефон, с коленки, очень коряво. Но у них очень большие просмотры, потому что люди для того, чтобы выбрать, хотят ли они куда-то поехать, очень часто пользуются поисковым сервером Google и Google картами, то есть для изучения местности, для поиска отелей, информации и так далее. Также немаловажным является контент, это фото и видео, как вы все знаете, в разных соцсетях. Google создавал свою соцсеть, но в итоге они ушли обратно к картам. В данном случае эти карты, основная их задача заключается в том, чтобы повысить туристическую привлекательность нашей страны, так как Google пользуется большая часть нашей планеты, в первую очередь. Во-вторых, она может использоваться для работы в туризме. Перед тем, как вы куда-то поедете, если вы не знаете место, там будет небольшая метка, как по прошлому это я показывал, нажимаете на планету, на карте будет примерно показано, вы хотя бы сможете ориентироваться, где это находится, и перейдя на эту панораму, вы сможете ознакомиться с местом. И также это будет очень удобным инструментом для туристов. Вы сможете предлагать своим гостям какие-либо места, и, допустим, человек хочет выбрать
поездку в Кыргызстан, но еще не определился с местами. И вот эта карта должна послужить своеобразным помощником в руках гидов, в руках менеджеров турфирм и для клиента, для того, чтобы найти и определиться, какое из мест они хотят действительно увидеть. Также мы, извиняюсь, в обучении будем использовать. Да, также эта карта будет уже Министерство образования и многие другие ведомства заинтересовались. Это будет, я надеюсь, это будет в дальнейшем будет тоже включаться в курс гидов для изучения. Также, я надеюсь, это будет включено в курс гидов, потому что мы охватили очень обширную территорию. Мы первые, кто смогли сделать этот проект в Кыргызстане. Мы думали, что мы первые в Центральной Азии, узбеки нас немножечко опередили, они тихо-тихо уже все сделали. У нас же все-таки горный ландшафт, у нас некоторые места были труднодоступны, у нас заняло это больше времени. Также я надеюсь, что этот проект также будет полезен для школьников, для студентов, для уроков географии. То есть один из посылов этого проекта заключался в том, чтобы люди больше любили свою страну, чтобы они могли видеть, насколько она красивая у нас, а также побудить местных жителей путешествовать больше. Этот проект не был бы реализован без нашей замечательной команды. На самом деле команда была больше, чем вот 4 человека, которые я упомянул, так как в разное время к нам присоединялись наши коллеги-гиды, наши друзья. Также нас очень много поддерживали во всех регионах, нас всегда кто-то встречал, всячески оказывали поддержку. Это были обычные граждане Кыргызстана, это были также представители госструктур, они активно всячески оказывали нам поддержку. Вот здесь вы можете посмотреть, что наша экспедиция проходила в разных местах, то есть мы до ледников доходили, через грязь, приходилось работать прямо на ходу, вот этот самый ноутбук. Вы знаете, Андрей у нас очень высокий, и он буквально может перешагнуть через свою секвою. Вот так выглядела наземная съемка, то есть во время проведения съемки, штатив, специальная нодальная голова, камера профессиональная. Мы также были на лодке, очень много копали. Иногда мы сумели запечатлеть радугу на наших панорамах. Вот так выглядит география наших поездок. Общее количество точек превышает 100, но общее количество панорам более 200, потому что во многих местах мы снимали и с земли, и с воздуха, с дрона. Соответственно, мы охватили все 7 регионов Кыргызстана. Мы не смогли охватить абсолютно все достопримечательности, так как у нас было ограничено времени, и мы решили сконцентрироваться на самых основных. И также постарались включить дестинации, какие-то места, которые очень мало посещаемы, чтобы сделать их более популярными. В общем, наш проект занял 10 месяцев, и сейчас мы на 9-м месяце. Скоро он родится. Около 6 месяцев ушло на подготовку. Это написание проекта, согласование, поиск спонсоров, утверждение со всеми ведомствами и так далее. Уже сейчас заканчивается 3-й месяц, и еще около месяца мы будем делать монтаж, финальный монтаж. Сама экспедиция, сам выезд и съемки заняли чуть более 40 дней. За это время мы проехали 8700 километров, прошли более 120 километров по горам, 260 километров пролетел наш дрон, и более 2 терабайтов памяти было забито за всеми нашими материалами, фото, видео и так далее. Это фото моей машины, бывшей, так сказать, мой Караджорго. Ее, почему я вставил в этот слайд, я продал свою машину, и все деньги со своей машины я вложил в этот проект. И мы начали наш проект еще до подписания контракта со спонсорами, потому что там также они объявляли тендер, был такой шанс, что возможно кто-то, там были также другие претенденты на его исполнение, но в итоге выиграл я, так как я дал самую оптимальную цену, качество и использовал весь свой опыт в туризме за все эти годы для достижения. Я очень по ней скучаю. Я не нашел спонсоров на все области, поэтому где-то вот эта часть машины, как минимум треть, это мое пожертвование, так сказать, да, мой вклад в общее развитие туризма и вот в этот самый проект. Вот так вот выглядит карта точки. Мы разделили
его по областям, потому что точек было слишком много. Когда вы будете одевать, через очки монитор, допустим, вот так получается разбивается. Также его можно просмотреть через компьютер, либо с мобильного телефона. Более современные последние модели поддерживают режим гироскопа, и получается у вас будет эффект полного присутствия в этом месте. Соответственно, вы поворачиваете телефон и можете увидеть все, и сверху, и снизу, и во все стороны. Поэтому он и называется 360 градусов. Также с компьютера, допустим, если вы смотрите, просто кликаете мышкой и разворачиваете в разные стороны. В очках, соответственно, одели очки, и вы полностью погрузились в это место. Здесь кнопки навигации, здесь будет описание, бокс, который будет уходить по каждому месту. Также можно, здесь всплывающее окно у нас будет, и вы можете проскроллить, посмотреть какие-то панорамы, выбрать там, либо перейти по ссылочкам. Также вы можете, здесь сбоку есть бокс, нажав на него, она открывается, и для вашего удобства, в общем, максимально сделано. Также вот эти кнопочки навигации, они используются для того, чтобы развернуть эту картинку в разные стороны. Вот так вот выглядят эти очки, как я и показывал, это вот озеро Алаколь. Почему разделено на два? У нас два глаза, и для достижения эффекта там используется линза, получается. Вот здесь вот вставляется линза, регулятор, настраиваете ее под себя, и каждый глаз получает информацию. И почему эта технология называется VR? Она переводится как Virtual Reality, то есть вы попадаете в виртуальную реальность и сможете ознакомиться. Это, кстати, я совсем недавно делал презентацию для нашего нового министра Нурдигита Кадырбековича, и во время чаепития мы также презентуем другую часть проекта, которую мы делали бонусом, это видео с разных красивых мест. Я их сейчас публикую себя на канале YouTube. Вот еще одна из панорам. А теперь я предлагаю просмотреть видео о том, как все это снималось. Короткая нарезочка, будет еще также более длинный фильм. Мы буквально вчера накидали видео, чтобы вам презентовать и показать немножко все, что было в этом проекте. Сейчас буквально по чуть-чуть. Друзья, если вам кто-то скажет, что это легко, не верьте ему.
путешественники XI-XII века Апис, Тахри и Махсиди, упоминая наш город в своих летописях, пишут, что на вершине горы Баракух находится сторожевая башня. Экшен. Дорогие друзья, мы проехали уже почти 5000 километров нашего пути, и мы попали в город Узген. О, Мавзолей, как дела? Пройдемте со мной. Он пришел в Среднюю Азию, чтобы проповедовать здесь ислам. Он пришел с 12-тысячным войском. Здравствуйте, я Сулайманов Азамат. Сегодня мы находимся на месте захоронения Падышата. Хочу рассказать коротко о нем. Настоящее имя Саид Камал. Он один из первых, кто принял ислам на этой местности еще во времена арабского похода. Меня зовут Максат. Сейчас мы находимся на территории комплекса Манас-Ордо, и в данный момент за моей спиной находится Кумбес Манаса. Это место, где был захоронен Манас. Также на территории этого комплекса есть гора и памятник Манаса и Кыркчоро. Я настоятельно рекомендую приехать сюда, в Талас, посетить этот комплекс и прочитать эпос Манаса. На небесах только и разговоров об Иссыкуле. Да, такое видео получилось. Вчера ночью мы. На самом деле очень много и видео, и фото, все это сделано материал, но мы выбрали такие, наверное, самые интересные моменты, постарались сократить как можно больше. Но сколько не сокращаем, мы вчера сначала выложили, получился час, потом мы еще резали, чтобы вместиться в наше время. Вчера сели в 7-8 вечера и вышли где-то в 4, да, 5 утра почти. И у нас у обоих жены такие, что мы там делаем? Что-то не то. Да, еще карту открыть. И теперь сам проект. Вот так выглядит сам проект. Окей, извиняюсь, можно тише, пожалуйста? Вот так вот на каждой из страниц будет вступительная панорама, на которой будет больше всего стрелок. Дальше по стрелкам вы можете перейти и посмотреть, то есть переключиться. Вот здесь вот всплывающее окно, как я говорил. Это будет примерно так выглядеть. Ну, давайте пойдем в театр оперы и балета. И вот вы оказались возле него. Так можно перейти, получается, на воздушную панораму. Панораму с воздуха, так он выглядит сверху. Дальше вы можете перейти по областям. Кто знает это место? Чуй. Чуй же, да? Сейчас я вам сделаю. Ворона? Таким образом мы и будем изучать наши достопримечательности. Онлайн? Да. Также вы можете посмотреть все эти места, пройтись по всем. На данный момент готовы 3 области, еще остальные области сейчас на подходе. Лично мне нравится больше всего вот Алатоль и сейчас кто узнает это место? Это не Иссыкуль? Где именно? Чухтал. Там же написано я. Что сказали, что Там есть подставка. Да, это все в комнате. И, как я и говорил, вы можете перейти с воздуха на землю и посмотреть. Титанические работы проделаны, да? Также, вот, как я и говорил, вот так вот выглядит карта. И по каждой области вы можете выбрать. Вы можете переключиться между спутником,
чтобы было удобнее читать. Либо, если вы хотите, чтобы было видно вместе с рельефом. Также каждую панораму можно немножечко увеличивать. Качество теряется, но Качество теряется, ну, да. иначе бы весело очень-очень много. Ни один бы телефон бы не загрузил. Да, до сих пор, на самом деле, процесс монтажа до сих пор идет, занял гораздо больше времени, чем мы предполагали. Я закладывал везде запас. Вот, помимо того, что я, как я уже и упоминал, вот это наша группа, Гернезов был у нас самым молодым. Хотелось бы сразу сказать, что он из начинающих сразу где-то в средний уровень попал, потому что во время этой экспедиции были места, где вот не был Андрей, где не был я, хотя наши карты очень насыщенно выглядят, полный точек, и у Ильяра появилась такая возможность. И он, отдельно спасибо ему за то, что он всю дорогу говорил, я молодой, сильный, дайте мне, я заберу ваш рюкзак. И в основном носил все наши рюкзаки. И очень сильно помог нам этим самым, помогал также со снаряжением. Андрею спасибо за то, что он героически отвечал за нашу безопасность, свозил нас во все уголки нашей страны. Мы договаривались, что мы будем меняться, но мы менялись очень-очень редко, потому что он очень ревностно относится к своей семье, очень редко давал, он очень сильно устал, вы бы видели его в последние дни, но он стойко держался. И еще хотелось бы отдельно, пользуясь случаем, мы торопились в конце, потому что у Андрея родился сын. Весь проект мы были на телефоне, и каждый день, выходя на связь, себе говорит, родила? Нет. Родила? Нет. Когда мы были 2-3 дня в горах и не было связи, у меня был с собой спутниковый телефон, с ним очень дорого звонить, и Андрей каждый раз говорит, можно я позвоню? Нет, спустимся, уже чуть-чуть осталось. Дальше. Виктор, он не смог присоединиться, он сейчас занят монтажом, на нем держится весь проект. Также помимо этого, он профессиональный фотограф. Кстати, когда это будет выложено на сайте, вот здесь каждое из вот этих вот имен вы можете нажать, кликнуть и перейти на наши профили, на наши страницы. Так как по условиям договора мы хотели, чтобы наше авторство для такого большого и важного значимого проекта, чтобы оно осталось, чтобы мы смогли что-то сделать. Мы все всегда мечтали сделать что-нибудь такое большое, потому что в этом году из-за ковида, к сожалению, у нас не было тур-сезона, и мы все остались без работы, но мы, каждый из нас внес свою лепту, да, отдельно хотел бы сказать. Андрей, допустим, можно сказать, практически волонтерил. Машину, наверное, больше убил, чем сумма оплаты, которая ему будет выплачена, но зато это делалось, мы все мотивировались тем, чтобы помочь нашей стране, в ее развитии. Также спасибо Татьяне Потаниной, одной из ваших преподавателей. Она нас трекинг-специалист, она очень хорошо нас провела по горам, показала различные места, вкусно готовила. И насчет вкусно готовила, Андрей вообще шикарно готовил. Видели. Очень-очень вкусно. У него там, у нас есть горелки, обязательно, если он куда-нибудь позовет, езжайте за полцены, он так готовит. Вот. И спасибо Азамату, встретил нас в Таласе, разместил, напоил, накормил, все рассказал, вытащил из речки. Хотел бы пожелать успехов в основном в этом. И у меня на этом все. Азамату похлопаем. Да. Спасибо, Максат. Тоже очень хорошо. Ты включи еще, пожалуйста, карту, где мы проехали, сколько. Ребята, Виктор это не тот фотограф, у которого сын футболист? Нет. Нет, другой Отправились? фотограф? Да, я стала с корня. Ребят, вот еще хотелось бы добавить по поводу карты. Как Максат упомянул, что данный, больше ничего не надо. Данный проект, вы посмотрите, мало очень частей Кыргызстана осталось не задействовано. Данный проект будет использоваться в наших курсах. Я думаю, что не всегда будет возможность выехать с Бишкека куда-нибудь в Баткен. Но тем не менее, вам придется когда-нибудь попасть сюда с туристами. И уже пользуясь этим проектом, вы сможете там побывать. Примерно виртуально вы будете знать точку. Вы будете открывать, просмотреть. То есть вы будете подготовлены. Если вы станете когда-то менеджером турфирмы, вам очень легко будет использовать данный проект для продажи этого тура, либо для того, чтобы понять. Очень плохо или как бы это нехорошо, когда вы берете и везете туриста, вы ему рассказываете, что там классно, но это не его. И вы привозите туда, он говорит, зачем ты меня сюда привез? Тебе здесь нравится, мне здесь не нравится.
Чтобы подобных ситуаций не было, всегда можно использовать данные фотографии. То есть места, которые вы хотите отвезти своего туриста, вы кидаете. Согласовать. Если это организация, турфирмы и так далее, будет еще легче продать тур. Заранее согласовать. Да, совершенно верно. Вот здесь как раз находится та часть, которая сейчас принадлежит Китаю. Вот так вот она была продана Акаевым. И мы как раз ехали по этой части. Так как дорога не проходит по стороне Кыргызстана, мы на около 10-15 километрах мы проехали Китайские столбы. по другой стороне реки Узенгугуш, и мы проехали по Китаю. В целом, я думаю, что этот проект будет очень полезен как для вас, так и для нашей страны, так и для всех. Спасибо Максату за идею, что он придумал вообще задействовать это. Также вы не представляете, сколько понадобилось времени уговорить спонсоров, уговорить дел туризма для того, чтобы они порекомендовали спонсорам этот проект. Потому что у нас, как вы знаете, все стараются урвать деньги, но никто не хочет вложить и сделать что-то для страны. Мы со своей стороны сделали это. Так что спасибо, Максат, спасибо за презентацию. Хотел бы еще добавить, что бывший глава департамента туризма Максат Дамирулу, когда я предложил ему этот проект, это был один из нескольких проектов, но он ему понравился больше всего, потому что, как вы знаете, в позапрошлом году и в начале прошлого было объявлено, что будет всеобщая цифровизация, и этот проект как раз подпал под цифровизацию туризма. Мы также, у нас большие планы дальше, мы хотим, как вы знаете, у нас есть 3 семитысячника, и мы хотим, в этом году мы не смогли это сделать, из-за того, что у них не было туров, не было лагерей, но я надеюсь, на следующий год, я уже начал переговоры с Oxide Travel, и с другими компаниями, специалистами, кто занимается подъемами, я надеюсь, что у нас получится. Мы также включим 3 семитысячника, 2 которых находятся здесь, Хантен, где пик Победы и пик Ленина на юге. Также еще мы сейчас на данный момент с департаментом туризма обсуждаем возможность добавления юрточных городков, хостелов, гестхаусов. Скорее всего, это будет отдельный проект, в отдельной карте, но они будут рядом. То есть, чтобы также туристы могли перед тем, как ехать, и также наши сотрудники, ваши партнеры и так далее, могли перед тем, как поехать в какой-то юрточный городок, гестхаус и так далее, они уже могли там пройтись по ней. Я, кстати, покажу. Одна из компаний реализовала это. Минуточку. Он ученик Елизаветы Павловны, Сергей Бухаверов. И вот это тоже снимал Виктор. Перед тем, как ехать, это один из самых крутых юрточных городков. На Сункуле, к сожалению, в этом году он не открылся. С поющими туалетами, что ли? Да, это вот он самый, смотрите. Вы можете посмотреть туалет. Ты вот сидишь, на улице снег, буран, там тепло, музыка, пахнет, классно. И очередь снаружи, давай быстрее. Никто в юрту не хочет идти, да? Никто не хочет. Нет, в юртах у них очень классно, ортопедические матрасы. Сейчас вот смотрите, вот вы сразу вот здесь можете под этим проектом посмотреть, как выглядит юрта внутри. Во-первых, здесь хорошая немецкая технология, печек с камнями. Вот эти камни мы многим юрточным городкам годами говорили, поставьте. Андрей, я помню, он сам их приносил, ставил, потому что отопление остывает к 2-3 часам ночи, и под утро у тебя холодрыга. А в этом случае ты лежишь, даже не нагреваешься сперва, и под утро очень комфортная температура. Потому что камни лежат. Да, отельное белье, очень хорошие, качественные, плотные юрты, шампанское, welcome дринки, когда ты туда приезжаешь. Такая вот небольшая реклама. Ну, хотелось бы, чтобы вот так вот, такой уровень сервиса был везде. И хотелось бы, чтобы у нас получилось, я надеюсь, у нас получится реализовать это для всех отелей и так далее. Спонсоры уже отказали, так как это коммерческий проект, они сказали, они все сами могут себе это позволить. И немножечко слов напутствия хотелось бы вам рассказать. Спасибо, Елизавета Павловна, за то, что пригласили, за такую возможность. То, что также отдельное спасибо вам за поддержку этого проекта во время написания проекта и подачи на спонсора. Я не раз обращался к Елизавете Павловне. Спасибо, что вырастили таких хороших специалистов. Они очень-очень помогли. То есть здесь большая ваша заслуга в том числе. Вот. Спасибо всему, всей вашей организации за то, что... Чуть-чуть можно сбалансировать? Это исключительно
Максата и Димы. Я Но ваша Просто- поддержка была, поэтому спасибо. Я просто помню всех, кто это, в да. восторге, что есть такие люди. Да. Хотелось бы рассказать немного, если можно, о себе. Я последние 11 лет работаю в туризме. Профессионально полностью занимаюсь гидством порядка 5,5-6 лет. За последние несколько лет особо получается, увеличил свою карту работы. Я работаю по всему Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану. В этом году я планировал поехать в Туркмению, чтобы завершить 5 станов, и Монголию. Я давно хотел бы посетить ее, посмотреть. Я надеюсь, получится в следующие года. Я не учился ни на каких курсах, и вот почему вот я хотел вот именно так завершить свою речь, тем, что обучившись здесь у таких замечательных профессионалов, вы получаете возможность прежде всего сэкономить время. Потому что когда я начинал с водителя, англоязычного водителя, у меня хороший английский, и ездил, мне часто давали гидов, очень часто, многие вещи я сам изучал, либо некоторые туристы бывают, просят просто англоязычного водителя, и им особо не интересно, они говорят, мы сами все в интернете посмотрим. Со временем я понял, что нужно идти на курсы, я опоздал на курсы от Travel Experts, потом аксаевские курсы были довольно дорогие для меня на тот момент, а вот у Travel Experts проходит раз в 2 года, и я думаю, все, через 2 года, когда был следующий курс, я приду. Пока все это время я работал, получается, я самоучка. Через 2 года я прихожу к Сергею, говорю, Сергей, все, у вас скоро курсы, все, записывайте меня, хочу как бы это. Он говорит, Макс, хочешь, иди к нам преподаватель. Нам тебя нечему научить. Надо материалы, говорит, я тебе дам. Вот материалы сам почитай, но тут там ничего нового, там просто цифры получишь, как бы, и все. То есть просто езжай, работай. В прошлом году тоже были определенные разные достижения, и одно из моих таких главных достижений, я могу сказать то, что я всегда, когда обращался к кому-то, кто знает какой-то регион, когда ты едешь в новую страну, я просил совет, просил помочь, зачастую мне отказывали. И хотелось бы, чтобы вы так не делали, когда к вам приходит новое поколение, всегда помогайте им, поддерживайте. В свою очередь я вам могу сказать, по мере своей возможности, у Андрея, вот, из Ирфана есть мои контакты, можете брать, обращаться. Чем смогу, как говорится, помогу. Всегда продолжайте делиться знаниями, потому что даже тот человек, который сегодня ниже тебя по уровню, да, по знаниям, по опыту, завтра он может подняться гораздо выше вас, и он всегда будет помнить, да, вашу помощь. Поэтому нельзя никогда отказывать. Я считаю, что знания они такие, их нельзя в себе держать, они начинают портиться, они теряют актуальность. Поэтому у меня был случай, когда несколько человек, которых я считаю своими учителями в туризме, я приходил к ним, расспрашивал, доставал их, приходил к ним на лекции, они разрешали слушать. Через несколько лет, когда я расширил свою географию поездок, дошло до того, что они приходили ко мне и говорили, Мак, слушай, подскажи, пожалуйста, а как вот сюда проехать? Вот ты был в Казахстане, вот в этом, а как на Памире? Я с удовольствием всегда делился, потому что это была самая малая часть моей благодарности им. Я всегда давал контакты партнеров, сводил их, и оно всегда возвращается, поэтому всегда помните об этом. И никогда не ставьте себе никаких планов. Вы всегда можете больше. Поэтому хотелось бы пожелать вам, чтобы вы нашли себя. В туризме очень много направлений, нашли себя, найдите то, что вам действительно нравится, и углубляйте знания в этом. И, соответственно, вас за это будут больше ценить. Это могут быть языки. Очень часто бывает, что любое ваше хобби может превратиться в вашей основной специализацией. И не ставьте преград. Вы никогда не знаете, докуда вы можете дойти. Верьте в себя, и успехов, и удачи вам. Спасибо.